И в этом году сельскохозяйственникам Чечни есть что рассказать о положительной динамике в развитии отрасли. План озимых работ завершен и даже с перевыполнением. Вместо 101 тысячи гектаров по нормативу обработано на 12 тысяч больше. Еще одно преимущество посевной кампании – использовано 90% местных семян. Большая часть площадей отведена под зерновые, масляничные, бобовые, бахчевые культуры. Между тем, ежегодный мониторинг Министерства сельского хозяйства показал, что более 11 тысяч гектаров земель используются не по назначению. В связи с этим аннулировано тысячи договоров с арендаторами. По словам главы республики, развитие сельского хозяйства – одна из приоритетных задач. Дальнейшие отношения с Турцией как основного поставщика овощей на российский рынок под вопросом. Поэтому регион, да и само население должно научиться максимально использовать внутренние возможности. Республика вполне способна обеспечивать себя экологически чистой продукцией, а самое главное – в достаточных объемах. Но добиться этого возможно только при целевом использовании сельхозугодий, подчеркивает глава региона. под контроль сидон. Латтент я гергер тагвачун дуата вачун ваша вачун дастон. Латта ком латту истиадон на вы оман риск латту дишдуй. Отсюда вы о мастер вы гудон из хохан ла и бош и латту лашвик вы о мастер. Отсюда о мастер дон كل لا شواتشو ملا دون إلات لرديز إلات دون ليلوشين دون دولة شليل تديز دون هو أصلاً وين بس دون президент посланец свой вопрос озвучить на каждый озвучит нешел тем дон вейз дон истиадон баба бьешь будет дополнительно. Между тем, в рамках поручений главы республики Министерство имущественных и земельных отношений Чечни провело проверку всех земель, находящихся в пользовании крестьянско-фермерских хозяйств, на предмет выявления случаев их нецелевого использования. На изъятие представители профильного министерства уезжают в очередной населенный пункт. Участок в 50 гектаров еще с 90-х годов, находящийся в пользовании крестьянско-фермерского хозяйства Дашо и Жиевой Побединского сельского поселения, уже много лет не обрабатывается. В процессе данной работы было проверено более 600 крестьянских фермерских хозяйств. В результате были выявлены более 500, точнее 510 земельных участков, в отношении которых были приняты меры по возврату их в государственную собственность Чеченской Республики. Из тех земельных крестьянских фермерских хозяйств нами включено в состав имущества Республики 294 земельных участка. Из всех вот таких вот выявленных земельных участков, которые включены в состав казны Республики, уже более 4000 гектаров нами передано вновь в аренду заинтересованным лицам. Сегодня только на балансе госхозов республики находится в пределах 144 тысяч гектаров земель, у арендаторов 71 тысяча, у крестьянско-фермерских хозяйств 64, в ГУПах 144. Вместе с тем есть и другие проблемы. Повысить производственный коэффициент региона мешает нехватка уборочной техники. А пока мы сегодня обрабатываем земля на 285 тысяч гектаров. Можно только обрабатывать в пределах 240 тысяч гектаров. Причины какие? Это примерно финансовая составляющая, это техническая, это нехватка техники. Если же даже мы поставим план, можем посчитать, что 40-50% тех зерновых или зернобобовых культур мы потеряем из-за того, что мы не сможем вовремя убрать в срок. За последние 10 лет такого посева у нас план мы выполнили на 11%. Из доведенного плана 101 тысяч гектар мы уже посеяли, 112 тысяч гектаров уже озимых культур. Впереди у сельхозпроизводителей Чечни цель на повышение производственного потенциала республики. Задача эта вполне осуществимая. Ведь возможности перед теми, кто желает заниматься в этой сфере экономической деятельности, сегодня более чем открыты. Руководство республики дальше готово оказывать сельхозпроизводителям всю необходимую помощь и поддержку. Элина Халидова, Руслан Яхяев и Ислам Цамаев. Новости 7.